Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире очередной выпуск «Евразийского времени». И сегодня у меня в гостях Эрнест Карапеков, эксперт по энергетике. Я приветствую вас. Здравствуйте. С Новым годом вас. Мы в этом году с вами встречаемся впервые. Ну, я, как всегда, рада вас видеть в студии «Евразийского времени». Тема у нас такая, что евразийская интеграция на основе решения вопросов, водоэнергетических вопросов в Центральной Азии. Тема не случайная. Почему? Потому что мы все знаем, что одной из самых ключевых, уязвимых проблем Центральной Азии это является вопрос воды. То есть об этом мы говорим, эксперты, профессионалы об этом говорят, но тем не менее пока это все остается на уровне слов, да? То есть, хотя есть очевидные рабочие проекты. То есть мы видим, что сейчас Казахстан на пороге строительства атомной электростанции. Ну, плюс к нему еще строятся тепловые электростанции. Узбекистан какие-то действия делает. С одной стороны, здесь и также Таджикистан достраивает свою Иркутскую ГЭС. Но, тем не менее, пока это все пока. Ну и здесь как бы еще гвоздем является, что и Афганистан уже строит себе канал для запаса воды. Но вопрос, решит ли все эти действия вопросы нехватки воды, потому что мы понимаем, что по исследованиям Всемирного банка, Евразийского банка развития Центральной Азии это очень быстрорастущий регион. То есть демографический рост, потенциал, все такое это хорошо, но тот вопрос остается открытым, то есть нехватка воды. А как мы должны эту нехватку воды решить? В первую очередь, наверное, решить, как мы можем закрыть энергокризис. Ну, давайте об этом и другом сегодня мы поговорим у нас в студии. Вам слово. Да, вы абсолютно правы, уважаемая Зарина. Вопросы воды – это архиважный вопрос рационального его использования. 5 государств Центральной Азии, они находятся в русле двух трансграничных рек Амударьи и Сырдарьи, которые образуют бассейн Аральского моря. Ну и, конечно же, по Амударье и Афганистан, да, находится вот в русле этой реки трансграничной. В советское время с советских времен и до сих пор, значит, управляют этими трансграничными реками бассейна Аральского моря, значит, межгосударственная координационная комиссия, водохозяйственная комиссия МКВК, которая штаб-квартира в Ташкенте. В Ташкенте находилась, да? Да. Туда входили сколько стран? 5 государств на уровне, значит, замминистров Министерств водного хозяйства или комитетов, там, да, вот, агентств. Она занималась управлением этими ресурсами, вот, рациональным использованием и так далее. Значит, роль исполнительного комитета и контроля возложили на БВО Сырдарья и БВО Амударья. БВО – это бассейновая водохозяйственная организация. Тоже штаб-квартиры находились они и находятся до сих пор в Ташкенте, в Узбекистане. Я думаю, это было, ну, в принципе, скажем, логично, поскольку обе реки трансграничные, и Амударья, и Сырдарья, они протекают через территорию Узбекистана. Узбекистан находится в центре Центральной Азии. Но, к сожалению, это было для одной страны, как под названием Советский Союз. Она работала эффективно. Вот, и, без сбоев. Да, она работала эффективно. И, значит, этими ресурсами 5 государств мы, значит, пользовались рационально и эффективно, можно сказать, да? Но, к сожалению, за период независимости наших государств эти организации остались, еще создали параллельно, дополнительно Международный фонд спасения Орала, поскольку Орал начал сохнуть. И эффект или эти организации, они стали неэффективными. И
как бы не решают те насущные вопросы. А почему они стали неэффективными? Поскольку, я скажу, значит, хороший вопрос, спасибо, Зарина. Все государства, раньше входившие, значит, в состав одного государства, Советский Союз, стали независимые, и как, значит, лебедь, рак и щука, они начали, значит, тянуть одеяло на свою сторону и решать свои эти водные вопросы, энергетические, водные, самостоятельно, каждый в интересах своих национальных интересов. Но вопрос стоит о рациональности или там эффективности, тут даже не стоит. Просто вот безобразно, иррационально. Вот до сих пор, на сегодняшний день, эти ресурсы используются иррационально, я бы сказал, даже вот, безобразно. Да? Безалаберно. И безалаберно, и неэффективно. И эти организации, они стали практически как статистические организации. Вот. И на сегодняшний день они не дают ни одного такого реального, значит, варианта решений насущных тех проблем, которые сегодня существуют. Значит, во-первых, ошибочно было то, что водные, я уже сказал, вот эти МКВК, БВО Сырдарья, БВО Амударья, они являются управляющими и исполнительными организациями в этом вопросе. Но поскольку у нас трансграничные реки, они связаны не только с орошением, да, с ирригацией, они связаны и с выработкой электроэнергии на территории Таджикистана и Кыргызстана выше по течению, да, этих рек. Вот. И у этих гидроэлектростанций, как Нурекская ГЭС, рабочая с советских времен, так Каскад, Токтагульский ГЭС, они работали по своему регламенту, то есть на основе науки, по своему регламенту, для того, чтобы независимо от того, значит, средне-многолетний период, независимо от того, значит, это будет маловодные несколько лет или многоводные, значит, чаша этих водохранилищ, они должны были всегда быть полными в рабочем объеме для того, чтобы, значит, независимо, еще раз повторюсь, независимо от того, маловодные периоды, несколько лет, да, эти водохранилища, гидротехнические сооружения, они могли обеспечить, значит, водными ресурсами страны ниже по течению. Это Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, значит, их экономику для ирригационных нужд. Да, вот. Вот. Но, к сожалению, каждая страна начала решать свои вопросы отдельно. Энергетики, значит, собираются, ну, стран Центральной Азии. Я прошу прощения, Ирина Смирновна. Вот, да, они эффективно работали, эта организация, когда она была одним государством, да? То есть интересы одним. Да. Но смотрите, даже эти 5 государств, обретя независимость, уверенность, да, они же понимают, что так или иначе мы все равно зависимы друг от друга. Ну, вот, понимаете, вот я еще раз спасибо за этот комментарий, но я вам скажу так. Суть всего этого лежит, вот этой проблемы очень глубоко. Почему? У нас не только в наших странах, народы наших стран или государства наши, центральноазиатские, но во всем мире, у нас, значит, мы находимся в мировоззренческом кризисе. Мировоззренческий кризис – это в каком плане? Значит, мы перестали, значит, обращать бережное отношение к окружающей среде, к природе. Вот. Потребительское отношение. Да, в центр поставили человека, и все природные ресурсы, они должны обслуживать человека. Вот. Как, помните, это тысячелетиями, больше 1000 лет человечество когда-то жила, значит, с искаженным мировоззрением. Это Птолемеевская система, солнечная система, где, да, значит, в центре была Земля, не Солнце. Это до появления Коперника, да. А вокруг Земли, значит, вращались все эти звезды, планеты и Солнце в том числе. Но это было ошибочно. Более тысячи лет человечество жило в этом, ну, искаженной, значит, системе, и не было никаких научных открытий.
То же самое и мы сейчас. Мы должны вернуться к нашим истокам, Если мы говорим, что наши народы имели когда-то свою цивилизацию, имеют, да, мы должны вернуться к своим истокам тысячелетним, когда наши предки наших народов очень бережно относились к тем ресурсам, которые, в общем-то, которые нас кормят, да. Вот. И в связи с этим нужно те организации, о которых я сказал, которые управляют этими ресурсами водными и энергетики там, и так далее, да, нужно создать или их апгрейдить, ребрендинг сделать. Ребрендинг сделать, да. может быть, даже. И опять сказать, независимо от того, что мы суверенны и независимы, но нас объединяет одно. Да. Одно, благополучное совместное проживание всех народов нашего региона. В том числе, наверное, и афганского народа. Да, есть, потому что мы все-таки, опять же, на находимся. Да. Поэтому эта воля должна быть руководителей наших государств, которые должны поставить какую-то задачу. Такую задачу. Но это же стратегическая задача. Да, ее надо в корне решать. Да. Но, к сожалению, мы же из практики исходим. На практике получается так, что каждое государство и каждый руководитель, он пытается решить свои вопросы на своей территории, самостоятельно. Да? Скажем, например, если бы мы могли бы для того, чтобы не срабатывать воду выше по течению в странах, в Таджикистане или там, в Кыргызстане, на Тоголке, скажем, да, и накапливать и давать вовремя нашим соседним государствам, а мы же ее срабатываем зимой, и Таджикистан, и Кыргызстан, для того, чтобы покрыть свои потребности в электроэнергии. Соседние государства их копят в своих водохранилищах, искусственных водоемах, она уходит в песок, и часть испаряется, там, потому что очень жарко. Вот. И до Аральского моря вода не доходит. А прошу прощения, здесь недавно я читала информацию, что вроде бы так или иначе проблему Аральского моря сейчас пытаются решить, и что она заполнилась до определенной отметки, то есть не критическая. Насколько это верно? Это первый, допустим, тезис, да, потом, чтобы вас не перебивать, да. И все-таки, да, сейчас, как в той басне, да, лебедь, рак, щука, каждое государство старается работать над своими проектами, энергопроектами. Да, то есть это, опять же, как я ранее упомянула, насколько оно эффективно, насколько оно может решить, и тому подобное. Давайте тогда вы сразу, чтобы вас не перебивать. Значит, сейчас я отвечу на ваш вопрос. Я в продолжении, могли бы соседние государства, 5 государств, взять по мешку, скажем, золота или по мешку, я утрированно говорю, денег, да, и построили быстренько Рагунскую ГЭС в Таджикистане. Для того, чтобы там зарегулировать сток, и его потом ресурсы Амударьи использовать рационально и эффективно, да, тем странам, через которые протекает эта река. Или, скажем, потом следующее, например, опять все 5 государств собрались. То есть, получается, по приоритету. Сейчас Ругонская ГЭС в Таджикистане. Камбаратинскую ГЭС-1 построили, например, да? Мы к Камбаратинской ГЭС-1 еще вернемся. И получается так, что так не делается, так никто не хочет. Почему? Потому что сегодня такая парадигма, политика каждой страны, здесь и сегодня что-то как-то решить. Как бы ни было, хоть после нас хоть потоп. Моментно, так сказать. Да, а сейчас рационально это, иррационально, эффективно, неэффективно, да. Сегодня прожить, а дальше как будет, да, никто этим не занимается. И поэтому в этом вопросе как раз Евразийский экономический союз, мне кажется, этот союз сыграл бы очень важную роль в объединении наших государств, в решении таких очень важных. Да? Почему? Поскольку для Евразийского экономического союза наш регион, он должен, если наш регион будет жить в мире, ключевой регион. Да, ключевой регион, тем более мы на одном континенте и так далее, да, соседние государства. Тем более мы по энергетике с Российской Федерацией, есть объединенная энергосистема Центральной Азии, но вся Центральная Азия через
синхронизацию ЦДУ ЕС Казахстан, Центральное диспетчерское управление единой системы Казахстана. Работаем и с энергосистемой Российской Федерации. Мы можем импортировать электроэнергию не только с Российской Федерации, ну, как физически мы импортируем, да, мы из Белоруссии можем импортировать электроэнергию. Ну, из Туркменистана, Казахстана и Узбекистана мы импортируем, да, ежегодно. Вот, поэтому мы должны вот как-то вот кто-то должен быть объединяющей организацией или какие-то страны, наши дружеские, да, братские государства, которые вот, могли вы знаете, я прошу прощения, вы очень хорошо приводите. которые у них есть, как бы, они независимые, понимаете, вот. Это мы друг от друга, да, мы можем, тем более... Вы хороший пример привели, вот Евразийская экономическая комиссия. Да. В своем статусе он имеет наднациональный характер. Да, То есть здесь решаются вопросы не конкретно там в интересах там Кыргызстана, Казахстана или России, да? Да, чтобы мы здесь не тянули, общие да, интересы. да, И вот как раз здесь, интересы. да, по принципу, Да, что да. решение общих вопросов. Да. Здесь не должно стоять, да, что вот ваши интересы или там у Таджикистана и так далее. Да. В этом заключается статус Да, национального, да, наднационального да, характера. да. Вот, поэтому нужно решать и энергетические вопросы. Вот вы вначале сказали, что, значит, в регионе начали строить, ну, регион дефицитный стал очень быстро, вот регион стал дефицитным. Единственное, с резервом мощности работает Туркменистан. Вот мы с Россией берем, российская энергосистема с резервом мощности работает. А остальные энергосистемы, ну... Подождите, Туркменистан, он как бы сам себе, да, получается? У него резерв мощности где-то, ну, больше 30%. Мы поэтому они могут нам спокойно, они параллельно работают с Ираном, с Грузией там, и так далее. Да. Вот. Они могут нам дают, в принципе, электроэнергию. Поэтому сейчас вот в спешном порядке Казахстан начал, значит, планирует построить атомную электростанцию, модернизируется, строится 3, значит, тепловых станций. Мы как бы, у нас тоже много малых, как бы, средних гидроэлектростанций, но они, к сожалению, не помогут. Можно базовыми вещами заниматься, базовыми, независимо там, это зеленая или там синяя или розовая, там. Зеленую энергетику имеете в виду? Но традиционную, чтобы обезопасить, мы должны заниматься, значит, строить вот угольную станцию на Караиче в первую очередь. Чтобы задачу решить, например, есть задача, да, сегодня построить Камбаратинскую ГЭС-1. Ну, можно сначала решить подзадачу. Быстрее, дешевле построить и взять деньги, значит, на Карагичинскую тепловую станцию. Так, кстати, как сейчас у вас ситуация с вопросом? Ну, пока не на нулевом уровне, я как бы... Вот. И на кредитные ресурсы, вот, например, уже сколько лет прошло, несколько лет прошло, да, как 3 государства, Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан, решили Камбаратинскую ГЭС-1 построить, чтобы зарегулировать сток воды, чтобы не было сверхзабора на территории Узбекистана, Казахстана, да, там, почему-то до сих пор никто не вкладывает деньги. Все хотят кредитные, вот эта система, сегодняшняя финансово-экономическая система, она предполагает только кредитование, да, а руководители, вот опять же, руководители наших государств, да, которые заинтересованы в рациональном, эффективном использовании водных ресурсов, да, они могли бы как бы уйти от этой парадигмы, да, и решить этот вопрос за счет своих бюджетных денег. То есть только так можно достроить быстро и Камбаратинскую ГЭС-1 в интересах всего региона, и только так можно и Рагунскую ГЭС в Таджикистане построить совместно. Вот. А кредитные ресурсы, тем более сейчас с изменением финансово-экономической системы, ну, глобального, да, скажем, кредиты будут очень дорогие, и они практически малодоступны будут. То есть неподъемные. Неподъемные, да. Поэтому вот... Поэтому надо вот линии электропередач, вот мы можем, хоть сколько бы, скажем, генераций не было, но линии электропередач между нашими государствами, высоковольтные, да, в объединенной энергосистеме и, значит, соседними государствами. У нас с Казахстаном 5 переходов по высоковольтной линии.
с Узбекистаном, с Таджикистаном есть, они ограничены, и поэтому нужно и параллельно думать о, значит, строительстве совместных интеграционных линий электропередач, не только генерации. Поэтому вопрос стоит такой вот, завтра наступит очень быстро, а вот ощущается вот эта вот проблема, да, это, да, она быстро приходит, вот нехватка воды, потом из-за этого там какие-то вот разногласия там и так далее. Не, ну Поэтому... сейчас же это же очень актуально, мы все смотрим, зависимо от погодных условий, там, насколько там заполнена Токтагульская ГЭС. Ну, Зарина, я что хочу сказать, да, воды в регионе достаточно, просто его надо правильно использовать, рационально и эффективно. А для этого все должны ставить одну цель, не тянуть одеяло на себя. И, ну, я думаю, что, зная менталитет наших азиатских народов и руководителей, да, вот объединиться все-таки не получится. Не, ну все-таки, знаете, да, у нас же вот, есть единое энергетическое кольцо, это же уже тоже о многом говорит. Вот все равно каждое государство все равно решает свои проблемы, и поэтому Евразийский союз, Евразийская экономическая комиссия, она могла бы, она же независима, то есть она же не заинтересованная сторона, ну, скажем, в отношении там Кыргызстана или отдельно Казахстана или других стран, а могла бы вот как-то вот стать объединяющей силой. Вот. Поэтому вот тема просто сегодняшней передачи вот евразийства, да, вот по водно-энергетическим вопросам нашего региона. Вот. По-другому нельзя. Я думаю, ну, кто-то должен повести, как бы, да, вот. Но никто это флаг не берет. Да, я согласна. Вот как бы очевидных признаков для того, чтобы решать совместно этот вопрос, более чем достаточно, да. То есть почему вот интеграция, евразийская интеграция? Потому что есть общие задачи, есть общие границы, территории. Мы, как говорится, так или иначе, мы соседи, и мы должны решать это все сообща и вместе. И сегодня, да, мы очень хороший такой вот вы момент сказали, что вот должна быть организация, которая бы над интересами стояла бы, учитывая все нюансы, да, этих стран. Справедливое решение должно быть. Да, ну понятно, всего, да. что в этой организации должны быть представители этих государств, и они должны, компетентные специалисты, которые должны понимать суть вопроса и ставить стратегические задачи по их исполнению. Потом, Зарина, все-таки вода – это ресурс, ресурс, да, и он должен быть оценен. Пока его мы не оценим, и 1 кубический метр воды, который этого благодатного ресурса, он не будет оценен, ну, скажем, какая-то цена должна быть, к ней будут относиться вот как, ну, вот, она бесплатная, вот, и его и будет использовать также, значит, безобразно и в будущем. Поэтому обязательно, первое, смотрите, вот, первое, водные проблемы отдельно от энергетики нельзя рассматривать, надо это в комплексе, то есть энергетика и вот это. На кредитные ресурсы ни один проект интеграционный не реализуется, потому что технико-экономическое обоснование на строительство этих объектов, как Камбаратинская ГЭС-1 или там Рагунская, или совместные какие-то, да, они отрицательные, себестоимость очень дорогая. Нужно строить на свои бюджетные, на свои собственные деньги. Тогда эти проекты будут реализованы. Алис Мирза, к сожалению, наше время ограничено. Я вам предлагаю в следующий раз продолжить эту тему, потому что мы только раскрыли часть данной тематики, потому что мы с вами не раскрыли и по Казахстану, и по Таджикистану, и по Афганистану, в том числе и по нашим ГЭСам. То есть именно мы только подошли вот к таким реперной такой точке, поэтому давайте я все-таки предлагаю в следующий раз еще встретиться и продолжить эту тему. А сегодня, да, мы действительно с вами обозначили, вот, что на самом деле важно. Хотя бы нужно на уровне такого или иного органа понимание стратегических вещей и предложений. И, может быть, тогда уже что-то будет двигаться. Я благодарю. Так что продолжение следует этого эфира. Хорошо. Да, на этом наш эфир завершен, уважаемые телезрители. Эта тема, она будет продолжена и в следующем эфире. Я желаю вам всего доброго и до встречи.